сказали, что есть вопросы. На вопросы надо отвечать. Я даже не только пришел, я принес материалы сюда. Я принес сюда и материалы. Вот этот ужасный материал «Ненависть», на который ссылается, что это вот украинских фашистов. Я принес его и буду распространять, потому что мне говорят, что этот материал написал Левин. Это хороший материал, хорошо написан. Я, откровенно говоря, прочел его только недавно. Я его даже не нашел в то время в газете, у меня, видимо, не было. Вот. Я принес свои материалы, написанные по Украине. Но это один из таких вот, мне приписали это дело, но я принес его и принес мои материалы. Под моим материалом стоит фамилия Леонид Левин. А это предположение, потому что все то, что было, это было все сплошные предположения. Я принес. Я принес этот материал, пожалуйста. Я принес свои материалы. Я принес материалы, которые связаны с началом этого скандала. Это был такой сайт «Я украинец». Чисто провокативный сайт, до которого ухватились. Я нахожусь на чужой площадке, поэтому я не хочу затрагивать каких-то конкретных людей из местной жизни. Я сегодня обойду это молчанием, если мне нужно будет, я это найду возможность выразить. Вот. И здесь есть Якутск вечерний, полностью, хотя это является финансовой тайной, вообще мы могли сделать вид. Вот, пожалуйста, полностью рассказ об этом кредите, который мы получили в 2005 году и выплатили в 2010 году. Полный рассказ обо всем этом, со всеми цифрами, совсем полностью. Поэтому я тоже на этом не буду останавливаться, кого это интересует, почитайте. Все это шло через российские банки, все это шло с одобрения финансовых органов, все это не было никаким темным, все это было обычным делом. Я принес эти материалы. Кто захочет, если вам хватит, возьмете, почитайте их. Вот мой материал о Киеве. Радость и печаль в одном флаконе. Я, кстати, киевлянин по рождению, поэтому у меня особое отношение к этому городу и к людям, которые там живут. И, в общем-то, тот, кто, в общем, почитает, он поймет мое отношение, но оно очень разное, в общем-то, это отношение. И к Майдану очень разное. Я выступал категорически против того, чтобы всех украинцев называть фашистами. Одно время это почти все делали, потом Путин поправил, слава Богу, и потом успокоились, когда Путин сказал по этому поводу. Так что я пришел со всеми материалами. Вот. Ну а сама по себе эта передача, которая прошла, да, эта передача, она имела определенный смысл. Я не буду сейчас гадать, вставать на точку зрения тех людей, которые все это делали. Она имела определенный смысл. Значит, у меня тут есть материал, который я вам почитаю, для того, что это ответ на все вопросы. Это самый свежий материал. Мы сейчас отправили, еще многие не знают, мы сейчас отправили, есть такой совет по делам печати, по конфликтам. Мы отправили материал туда, и мы отвечаем на все вопросы, которые были заданы людям, обозначенным в этой, если можно назвать, в этом кино. Значит, ну что это за кино? Это кино. О ком идет речь? Пургин, Алтапресс, профессор Алтайского университета, один из лучших менеджеров России, создал блестящую совершенно газетную сеть, действительно сеть независимая, действительно сеть, которая работает по, в общем-то, так сказать, руководствуясь кодексом журналистов. Борис Киршин, декан факультета журналистики Челябинского университета, редактор газеты «Челябинский рабочий», очень такая, я говорю, квалифицированная, такая добросовестная газета. Вы помните этот случай с Сычевым, когда у человека 2 ноги отняло, и эта газета подняла этот вопрос, и только поэтому Сычев стал достоянием всей общественности. Третье, если говорить о Томичах, Томичи дали жизнь вообще этому полку посмертному. То есть он родился вообще он родился в другом месте, но они это дело
дали ему, ну, а Левин, я с вами живу 50 лет уже, сколько я там понаделал для Госдепа вообще в республике, вы все хорошо знаете. Вот этот дом я сделал для Госдепа, это дом, в котором вы сидите, в свое время он был заморожен, в свое время, когда меня назначили директором издательства, я этот дом сделал для Госдепа. Тогда журналисты ходили на улице вообще зимой. И многое другое я могу тут рассказать, это в общем не так уже имеет значение. Значит, в чем нас обвиняют? В чем нас? Я где-то этот материал, кажется, там так много у меня всяких бумажек, что я его... Сейчас присяду. Да. Значит, ну... Наверное. В общем, мы написали это письмо, оно только ушло, разбираться будут в апреле. Ну, раз нет, то я просто почитаю вам тогда другой материал. По всей России пошло, все крупнейшие медиасообщества, крупнейшие, объединяющие абсолютное большинство газет России, выступили с заявлением. Вот это заявление. Мы альянс независимых региональных издателей, АНРИС, Союз издателей ГЭПП, Ассоциация распространителей печатной продукции АРПП, Альянс руководителей региональных СМИ «Арспресс» заявляем, передача НТВ должники Госдепа направлена на дискредитацию лучших представителей отрасли среди региональных СМИ и зависимых издательских домов, делающих качественную журналистику на местах. Издатели, упомянутые в передаче, поддерживали высокие профессиональные стандарты, развивают свой бизнес в соответствии с этическими нормами, имеют заслуженную репутацию на рынке, их газеты, журналы и передачи пользуются доверием читателей. К сожалению, этого не скажешь об авторах тенденциозной программы. Мы возмущены тем, что в передаче «Должники Госдепа» заведомо ложные факты маскируются под журналистское расследование. Мы считаем, что такого рода интерпретация информации дискредитирует нашу профессию. Мы не понаслышке знаем, чем живут и какие принципы отстаивают региональные издатели, которые пытаются заклеймить НТВ. Наши коллеги в тяжелейших экономических условиях реализуют социально значимые проекты, ведут откровенный диалог со своими читателями, скрывают нарывы общества, оппозиционные и реально независимые в своих информационной политике. И доказательство – это не раз безупречная репутация наших коллег подтверждена победами в общероссийских журналистских конкурсах. Среди них есть лауреаты премии правительства России и Российской Федерации, 3 таких лауреатов в газете «Якутск вечерний», лауреатом является Алтайская газета «Свободный курс» и так далее. Они с года в год подтверждают свой высокий профессиональный статус. Мы уверены, что попытка очернить наших коллег обречены на провал, поскольку они никогда не потеряют уважение в отрасли и среди своих многочисленных читателей. Сегодня, когда все медиасообщество консолидируется для решения острых экономических проблем, подобные выпады людей, называющих себя журналистами, выглядят нелепо и действуют разрушающе. Мы заявляем, что доказательная по содержанию и манипулятивная по форме программа «Должники Госдепа» наносит репутационный ущерб не столько нашим коллегам, сколько всему российскому медиасообществу. Представляя авторитетные региональные российские СМИ агентами зарубежного влияния, НТВ накаляет общественную атмосферу, ориентируя телевизионную аудиторию на поиск мифических внутренних врагов в лице лучших представителей нашей индустрии, подписи руководителей семей этих общественных организаций. Я не говорю о союзе журналистов, я не говорю о том, что сегодня очень много журналов, московских журналов, начала «Новая газета» и другие, они высказали свое мнение. Вот. Я опубликую, где-то у меня есть письмо, которое я написал этому руководителю канала НТВ, открытое письмо.
Вот. И я потом его решил не отправлять, потому что оно пошло уже потом на ряд других документов, но оно будет опубликовано. Я расскажу, как работали эти тролли в Якутске. Я там рассказываю, кто их водил, этих троллей, кто их водил за ручку, как они у нас. Мы знаем людей, которым они звонили, вы читали только одного Шадрина, мы знаем других людей. Вот тут один уже опустил глаза. Мы знаем других людей, кому они звонили, по несколько раз просили хоть немножко грязи. Плесните на Левина. Шадрин, ну, он наиболее авторитетный человек, который, вы сами понимаете, у меня, он мне не сватный брат, но этот человек просто, у него есть порядочное отношение к людям, и он им решительно отказал. Вот так проходила эта акция. Так она проходила. Эти люди приехали сюда, они сослались, они сказали: Леонид Ильич, мы приехали, потому что Якутск вечерний получил высокий приз Союза журналистов России. Он действительно получил диплом, как одна из тех газет, которые борются с коррупцией. Вечерка, вы знаете, она пишет обо всем. Они приехали под этим соусом. Я им сказал: ребята, вы прямо в газету обратитесь, я вам зачем нужен? Я вообще в газете, дела газеты не влажу, вам это может сказать Иванова, Оледин, кто угодно. Я вообще не знаю, вместе с вами читаю эту газету. Я утром открываю ее и читаю эту газету. Я как журналист, как писатель, может быть, я могу сам еще там что-то написать, но это мое личное дело. Они говорят: нет, Леонид Ильич, мы очень хотим вас видеть, мы очень хотим посмотреть, что у вас за производство для предприятия, там, да. И 1,5 часа они мне морочили голову. Я им рассказывал, показывал машины, я им подарил свои книжки этим троллям, в общем-то, там, да. Это был, конечно, очень забавный эпизод, это то, что я не могу простить. Я не могу просить того этим троллям вообще, потому что если бы они мне позвонили и сказали: у нас к вам жесткие вопросы, я бы не бегал. Там кто-то бегал, там из тех, кому не приезжали, я бы не бегал. Приезжайте, ребята. Я действительно, как написал этот самый Никитинский, вплоть до моей сексуальной ориентации. Но первый вопрос, который мне задали эти тролли, когда они отошли, был: почему вы образовали в своем издательстве гей-клуб? Что правда? Я же другой ориентации вообще. Понимаете, я бы мог там, если бы назвали меня бабником, там, но это правильно было бы. Там Никитинский, кстати, использовал этот мотив там в своей. Я бы сказал: слушай, ну, назвали меня бабником, я бы не возражал там. Но это нормальный труд, ну что делать? Пришлось жене читать. Ну хорошо, что мы с ней уже 50 лет живем вместе, поэтому она как с пониманием относится к моим достоинствам. Вот так вот это было. И потом пошли вопросы. Это вы написали 2 материала о фашистах Украины? Нет. А какие материалы? А вот нет. Ребята, вот, то, что я пишу, у меня подпись стоит моя. А вы брали кредит? Да. Я брал кредит. Ну и что? Это было в 2005 году. В 2005 мы выплатили его. А мне еще благодарности не прислали эти вот пиндосы. Как вы говорите, там, как это в компьютере пишут, там все это. Это было потрясающе. В общем, вот эти все факты, вот все это собрано, вот вся вот эта вот ненависть, это ненависть, запущенная с определенного источника, источник мне понятен. Я только искренне говорю, тут вот сидит ныне замминистра, я не буду. Я просто жалею, что он вляпался в это дело, откровенно говоря, потому что ну, ни в одном месте там, ну, такие, как вот этот, находили там, такие вот ходили там, о которых можно легенды рассказывать, тут один из этих людей. Вот, и вот не надо было просто вляпываться, потому что мне кажется, что сегодня в этой сложной ситуации надо искать какие-то, вот я говорю, пути для того, чтобы люди все-таки лучше понимали друг друга, и где-то даже, может быть, даже содействовали и понимали все это. Материалы эти все 2014 года, мая месяца. Прошло 2 года с той поры. Это все вытащено. Это вытащено как фейк, о котором, может быть, скажет Владимир Леонидович, но он и не скажет фейк о том, что Союз журналистов России это иностранный агент, потому что он живет исключительно на деньги какого-то там американского стручка, которого там назвали Джонсон или что-то еще такое. Там, да? Это же надо, в общем-то. Потом я звоню своим журналистам, я говорю: Гутионтов,
Вам же огромные деньги давали. Вот я тебе просто говорю, как вы эти деньги потратили? Это вы дали бы первичным организациям. Он пошел Богданова искать. Богданов, где моя доля, он спрашивает, где моя доля у Богданова. Богданов очень удивился, там, ну дальше уже Богданова искать нельзя было эту долю. Вот на этом всем выстроена вся эта цепочка. Поэтому дальше ход будет такой. Уже идет по всей России, уже идет в журналах, уже идет везде, в общем-то, так сказать, люди дают свою оценку. Я не исключаю, что будет оценка где-то у кого-то близко к этому НТВ. Но в целом те люди, которых я знаю, а их очень много, этих людей, это не либералы, это обычные люди, это не то, что радикальные либералы, которые там в «Эхо Москвы» или где-то еще, это обычные журналисты. Эти люди, в общем, свою реакцию будут дальше высказывать. Создали на ровном месте скандал, провели спецоперацию, которая, в общем-то, ничем хорошим ни для кого не кончится. Для нас это трата нервов, потому что ничего радостного я в этом не нахожу. Сидеть здесь вот именно по этому поводу и отвечать на вопросы людей. Зная, что там все ложь, абсолютная ложь. Будет юридическое развитие. Тут сидит один клиент, который уже 2 суда проиграл. Он уже стал источником, в общем-то, обогащения для Якутска вечернего. Вот, один из тех, кто принимал участие в этой передаче. Вот. Мы и дальше пойдем этим путем. Потому что людей, которые, в общем-то, я говорю так, злонамеренно, вот таким образом пытаются подорвать просто репутацию. Я-то знаю, что мне вообще, грубо говоря, я мог плевать на это дело. Я 50 лет живу в Якутии, и меня тут каждая собака знает уже. Понимаете? Меня каждая собака знает здесь, знает, какой вред я принес и как я работал на Пиндосе. Я бы мог вспомнить здесь и издательство, это дом построенный, и газеты, и журнал, который был самым высоким тиражом, и газета, которая была самым высоким тиражом, и многое-многое другое. Что эти люди сделали? Хорошо. И последнее. Вот я хочу... Я тот человек, который считает, что не надо накалять антиамериканизм. Я считаю, что это, в общем-то, мы... Ну, слава Богу, я вот сейчас нашел, вот буквально на днях, Иванов. Игорь Иванов. Да, у нас будут сложнейшие отношения. Америка не конфета. Те еще тоже перцы, те еще ребята. Но с другой стороны, в общем-то, выхода-то нет. Надо будет все равно же, в общем-то, искать какие-то пути. И вот тот, кто из вас прочтет, почитайте Игоря Иванова. Выйти из нынешнего кризиса будет сложно, но первые шаги очевидны. Почитайте, пожалуйста, это в независимой газете.